Всего пару лет назад никто не мог допустить мысли о том, что, к примеру, журналист из Таджикистана может абсолютно спокойно поехать в узбекские города и села и вернуться оттуда с дюжиной видеосюжетов. Это было практически невозможно. Наши коллеги из Узбекистана тоже не могли с легкостью попасть к нам. Но с улучшением отношений ситуация изменилась кардинально, и проект «Салон соседей» тому доказательство. Ведь всего за год и несколько месяцев мы смогли снять около 180 видеоисторий из 20 городов Узбекистана и Таджикистана. Благодаря этим видеоисториям я более чем уверена, что два братских народа, таджики и узбеки, сблизились хотя бы на пару шагов. Ведь раньше мы получали так мало информации друг от друга, что нам было сложно представить, чем живут обычные люди по ту сторону границы. В рамках проекта «Салон соседей» мы старались очень изменить эту ситуацию, и я думаю, что нам это удалось, хотя бы потому, что именно из Узбекистана нас начали читать в 3 раза больше. Наши видеоматериалы начали размещать у себя крупные узбекские СМИ. Но самое главное, узбеки и таджики начали писать очень много доброго и приятного друг о друге именно под нашими видеоматериалами. И я думаю, последний пункт – это очень важно. Для проекта «Салон соседей» я подготовила 14 видеосюжетов. Из них самой трогательной для меня кажется история о том, как одна стена разорвала семейные узы пинджикенцев и самаркандцев. Люди годами не могли видеться, хотя их разлучало всего лишь какие-то 30-60 километров. Ни для кого не секрет, что у каждой второй семьи в Пинджикенте есть родственник в Узбекистане, и им было тяжело пережить эту разлуку. А наша история рассказывала о том, что как фактическое разрушение стены украсило жизнь жителей по обе стороны границы. Но самое трогательное в истории было то, что я поймала момент, когда к моему герою, в то время, когда я проводила интервью, приехала сестра, с которой они не виделись последние 8 лет. Я поймала эти искренние слезы радости, когда плакал даже мужчина. سوژتی که آماده کردنش بسیار هم دشوار بود و در یک وقت واکنش زیادی را به بار آورد. این درباره یک نفر پیرمرد از دهه ریمان، میرزا ارگش نعمتوف بود که آن کس اول به حج نرفته برای همسایه نیازمند خود خانه بنیاد میکردند. امروز بسیار نفرانی هستند که برای خود نمایشی به حج میروند و حتی با قرض و قواله. در جمهوری همسایه نیز این حالت به نظر میرسد. تنها در شبکه اجتماعی فیسبوک این سوژت حدود 385,000 نفر تماشابین پیدا کرد. من فکر میکنم این لایحه که بین تاجیکستان و ازبکستان راه اندازی شد برای عوض کردن تفکر مردم به معنای مثبتش البته از بین بردن قالب‌های شخص شده تا اندازه مساعدت کرد. Самой скандальной была наша тема, за что все-таки стоит полюбить таджикское ню. После того, как сюжет вышел в эфир, конечно, на нас обрушилась волна критики, непонимания. У нас даже многие наши коллеги нас не поддержали. Мы изначально знали, что реакция будет неоднозначная, но мы считаем, что задача журналиста раскрывать актуальные темы. Жанр ню, он существует во всем мире, и его ростки стали появляться в Таджикистане. И раз этот факт существует, значит, мы не могли его обойти стороной. И поскольку наш проект таджикско-узбекский, нам была интересная реакция и наших соседей, оказалось, что эта тема, этот вопрос также остро стоит и в узбекском обществе, потому что нашим материалом шерились в узбекских группах. Узбекские художники не писали, они говорили, что этот жанр для них близок, но они не всегда могут его писать. Общество не принимает. اصلا خود لایحه سلام соседи خود ناتکرار بود. چون هر یک سوژه‌ای که در این لایحه آماده میشد مخصوصیت‌های خودش را داشت. یکی از سوژه‌ای که من در این لایحه آماده کردم درباره دختر یک جوانی بود که با رقاصگی مشغول بود. اصلا این چیز در جامعه تاجیکستان و خاصه آسیای میانه کسب آنقدر قبول نشونده است. و این قهرمان ما نیز
давоми 15 сол бо волидонаш бо атрофиёниш мубориза бурд то ҳунари волои худашро исбот кунад. фикр мекунам ки воқеан ин гуна ба онҳоро дастгирӣ кардан кор